Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей информационной программы недели. Меня зовут Ислам Ершов, и вот о чем мы расскажем сегодня. В школах хафизов готовятся к выпускному. Высокий титул хранителя Корана в этом году получат около 300 муталимов. В Грозном продолжаются масштабные строительные работы, а на всех центральных улицах обновляют асфальт. Здесь будет новый мост длиной 67 метров. Опоры уже полностью готовы. С заботой о каждом. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию. Семьям погибших в СВО бойцов передали денежные средства. Советник главы республики, директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов провел встречи с родителями выпускников школ хафизов в Аргуне и Шали. В центре внимания сохранение священного Корана в сердцах молодых хафизов после окончания школы и роль семьи в продолжении религиозного пути. Сюжет Хавы Айдамировой. В школах хафизов региона начался выпускной период. В Аргунской школе имени Табарик Байсултановой советник главы республики, директор школы Адам Шахидов проводит встречу с родителями выпускников. Главной темой беседы стала значимость сохранения священного Корана в сердцах и умах юных хафизов после окончания школы. دال خارجين شو بما وران عاموش دات شو دوزلش دال خارجين شارخ بو ديش نان وشا وقر حلقة شكرج اوه ديسق إشي دوزل لر وريح سنقع دوشت القرآن لر دريح قان دولش قيمة ديناحا تاج شيديني ناني تلن ويقا بقوان سوال حافظو ايه اخ عمادين وش ديستنا قواتي وبشي سوو شي قواتي تعنزامن شو عمادين نقع سنة قان دودرش قيمة دينا وديل دوقش ديكنية قاتش لو شوريق الله ديل ريز ولو شوريقا اوشك دعويل وشول حافظوي يجوهر دوي إز مش الماز وشي واحد يلردوي يسعموه لاميت ايه دشي واحد يلردوي ايش سولت اندو الماز. В этом году число выпускников превышает 300 человек, и многие из них заканчивают обучение с отличием. Родители выражают благодарность всем, кто оказывал поддержку их детям в достижении статуса хафиза. Аналогичная встреча прошла и с родителями учащихся школ хафизов Шали и Урс-Мартана. Выпуск – это сложный период. К сожалению, бывают случаи, когда со временем знания утрачиваются. Именно поэтому Адам Шахидов обратился к родителям с призывом приложить максимум усилий для того, чтобы их дети не только выучили Коран, но и пронесли его через всю жизнь. ولر تحسب دعاء القيتر دوش دات سوينا أت ولرو ويلخ شلا ورزق نوج أول خدوه سند يلاج أو وسه دوه دايش كأنان وشكا قرآن استنبولش كيبر قرآن تحق دولش كيبر تون حق لر دش تون سيلر دش خداتي قرآن ما دوحة شو عليه الاشتراك دق شوح دق نعمة توي خليش يوج سند ديل كلام ليرم بيش أقا إدوزل هو В завершении встречи родители задали богослову интересующие их вопросы. Они выразили благодарность преподавателям, руководству, в частности главе региона Рамзану Хаджи Кадырову за создание условий для изучения книги Аллаха. تخون قداس نانس قولي ليل ورباطش وتصدق ليلي نتغنبيرش وقشرة ديل ضح ليلي نق سأن كنت دا واتشو السونة جو يقي شو صدقكم دو اتخون قد سقلل ديل ريز خيلق تان مسان دال سيدويل дал дикинс бьекам бойл визендейл. Сейчас выпускников школ хафизов ожидают выходные, после которых состоится торжественная церемония выпуска. Хава Айдамирова, Халимат Шахидова, Адам Арсунакаев, Ибрагим Батаев. Неделя.
В столице республики идет масштабное обновление дорожной инфраструктуры. В Грозном одновременно ведутся работы сразу на нескольких центральных улицах города. По Асланбека Шарипове ведется строительство путепровода через железную дорогу и моста через реку Сунжа. Обновляется покрытие на проспектах имени Ахмата Хаджи Кадырова и Владимира Путина. Расширяют и дорогу, ведущую в аэропорт. На некоторых объектах побывала Хава Айдамирова. Несмотря на сильную жару, дорожники работают с самого утра. На проспекте имени Ахмата Хаджи Кадырова кипит работа на участке протяженностью 3,7 километра. Здесь полностью заменяют асфальтовое покрытие, обновляют тротуары и модернизируют подземные коммуникации. Горожане отмечают, что дорожные изменения заметны и уверены, обновленная дорога улучшит движение и повысит комфорт. Конечно же, плюсов будет достаточно, так как трафик большой у нас в городе. Можно сказать, как в Москве, постоянные пробки. Думаю, сейчас это все изменится в лучшую сторону. Наш глава к этому нас ведет. Вот. Огромная ему благодарность. На улице Асланбека Шарипова помимо дороги ведется строительство сразу двух транспортных объектов. Первый – это путепровод через железную дорогу. Монтаж балок завершен полностью, установлены все 9 пролетов. Сейчас специалисты заливают межбалочное пространство. Параллельно идет благоустройство улицы, укладывается тротуарная плитка, устанавливается гранитный бордюр. ونودك دعوة شتوت قاعد سندوا وشتات شحالة صدولا يبتخوش يدخل ياشين دو دي الناس إيش حلايو دولة توين يبتبورن استناش بولنس دولة دوتن ينز إذا الشريبو أوليت يا أصنواني شو ما تصير وجه ينشين إيشو عقاد دينها ش أسفلت مايو صابور بو كيت مريم إيشو قيس حقوتشنيا Второй крупный объект на этой же улице – мост через реку Сунжа. Свайные работы здесь завершены. Половина пролетных балок уже смонтирована. Сейчас строители работают над установкой второго пролета. Каждый из двух по 33 метра длиной. В данный момент ведутся работы по подводным мостам, вот видите сами. И пролетную опорную часть сейчас вот здесь вот ведется работа. И устраиваются деформационные швы на той стороне, видите. В принципе, на той стороне у нас работа практически заканчивается. Немножко осталось. И в середине сентября мы собираемся вести мост числа 15-20 сентября. На подъезде к аэропорту по улицам Айдамирова и Аэровокзальной работы ведутся сразу по нескольким направлениям. На Айдамирова завершены земляные работы. Подрядчики занимаются переносом инженерных сетей. На Аэровокзальной уложен первый слой асфальтобетона на участке около 1,5 километра. Сейчас идет укладка второго слоя. Здесь будет новый мост длиной 67 метров. Опоры уже полностью готовы. Сейчас строители монтируют ригели, которые соединят конструкции в единый пролет. Это один из ключевых этапов. После уже начнется формирование проезжей части. По словам специалистов, работы на всех участках идут с опережением сроков. В этом году в Грозном планируется отремонтировать более 40 километров дорог. Хава Айдамирова, Сайдеми Ибрагимов, Асхаб Керимов. Неделя. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Семьям бойцов, погибших в СВО, оказали финансовую помощь. Такую поддержку фонд оказывает регулярно. Семьи поблагодарили президента благотворительной организации Аймани Несиевну, а также главу региона Рамзана Хаджи Кадырова за постоянное внимание. داغلوش بول اشتقلخن بولش بول ويوجرشن إيرشان الثاغن دق أخشدايتنا أوت أوكرانيا داغلوش بولشانا دائما دياش غودو قبل مسكشناغنا دائما ثاغا دقش مس آغور ويمخداس رمضان حش دال عالش ولي دقش ثاغا غودو دال ويمخداس رمضان حش مل ليلوش دوش دو ثاغنش ديك بلش قبل دويلسن دال إذا ويمخ دال زينغ ظلم لردياش وي أوكرانيا بول ويكنتي عالش بيش موكش ميرش تقبيرز بويله
В Аргуне состоялось выездное совещание под председательством руководителя администрации главы правительства Чеченской Республики Галаса Таймасханова. Обсуждались успехи городского округа Аргун в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Подобные выездные совещания проводятся по поручению главы региона Рамзана Хаджи Кадырова для повышения эффективности органов местного самоуправления и решения насущных вопросов. Сюрчук кахиктана уза ашанаха вокса душул штат зелаха нахазнак дикнак волбешултан ва халавал парчане дена дикха лакар вахаши дук бушул цундельцуа абрилитин шумаха аргалайр тарамдешин ва аргунахту када бок дик табют шалада زي ما ديست خلال بيوغر تسوياكا تسونديلا ويتاهم هقعوش خيطة وإليس بيش موجود بين موجود بالغلاد وقدعات ودوالو حاجة أخشون بيد بلو وريسبوبليكنا مخنا خلقنا بيد بلو حيث عصدوك ولو. С 2021 года в Аргуне привлечено более 25 миллиардов рублей инвестиций. Реализовано 20 крупных проектов, среди которых запуск новых производств, строительство торгово-логистического центра и модернизация инфраструктуры. Также создано свыше 300 рабочих мест. В период с 2021 года по сегодняшний день была проведена значительная работа по привлечению инвестиций, развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Аргун. Привлеченный городской округ за этот период бюджетные инвестиции составляют 25,6 миллиардов рублей. Реализована и продолжается реализация 23 инвестиционных проектов на общим объемом инвестиций 11,5 миллиардов рублей. Из них реализовано 20 инвестиционных проектов на сумму 6,4 миллиарда рублей, что позволило создать 312 рабочих мест. В Министерстве образования и науки Чеченской Республики передали 30 новых микроавтобусов для школ региона. Транспорт распределен в учебные заведения, где в этом возникла наибольшая необходимость. Микроавтобусы оборудованы всем необходимым для безопасной перевозки детей. Церемонию посетил министр образования и науки региона Хошбау Дидаев. Он отметил, что подобная работа проводится уже не первый год. Руководство региона уделяет особое внимание безопасности детей. До конца текущего года планируется еще одна поставка более вместительных микроавтобусов. Обновление школьного автопарка для нас вопрос, который мы пытаемся держать на постоянном контроле. Мы знаем, что глава республики вопросы безопасности детей – это для нас прежде всего приоритет. Мы совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, в частности с Минпромторгом Российской Федерации, уже не первый год такую работу проводим. Сегодня у нас в плане обеспечения детским автотранспортом школы имеют достаточно высокий процент. Ни одного обратившегося к нам в школу мы не оставляем без внимания, да и мы не ждем, пока к нам школа обратится, мы такой учет ведем. Мы надеемся, что до конца текущего 2025 года мы еще получим дополнительно школьный автотранспорт. Также министр провел совещание с участием работников сферы образования из различных районов республики. Основная тема встречи – успеваемость детей в школах. В селе Череюр состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание будущего жилого комплекса «Серебряные ключи». В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр экономического и территориального развития Рустам Шаптукаев, глава Шалинского района Турпал Али Ибрагимов, жители и старейшины села. Проект предусматривает строительство 4 девятиэтажных домов с благоустроенной территорией. Здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки. Ассаламу алейкум, Дадик Дуэлмасы. Хотелось бы отметить то, что район Дахил هيدوج شو دلنا هور هم نسقط داش حوق شو نه حش коч дарач коч даша ويبچو там делали с большой ответственностью и с большой гордостью арбол баш حوق شو дересу тундела таган вангушал проект сан дедине мелдолу кел объект хавал шаю ничем не уступающий мировым стандартам харшадега вай пачовен дин беркату дал та берке вел дал эктобон. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.